Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня у нас будет очень интересный расклад на замечательную тему – ваш уровень энергии. Мы с вами посмотрим, естественно, опять же у нас одна позиция, да, наши любимые почти индивидуальные консультации. Мы с вами посмотрим ваш уровень энергии. Может быть, кто-то вредит вам, да, вашей энергетике. И как с этим справиться? То есть у нас именно вот такой вот интересный расклад сегодня на 5 вопросов. Надеюсь, что вам он понравится. Итак, я взяла Таро Good Karma. Хорошая карма Таро. Считаю, что колода идеально здесь подходит. Мы с вами, как всегда, я даю вам сдвигать 3 раза, да? 1, 2 и 3. Сегодня у нас очень жарко, на улице 37 градусов, представляете? Пишите, какая у вас погода. Так, на дне колоды тройка жезлов. Замечательная карта, кстати. Она, между прочим, говорит о том, что вы строите планы на будущее. И вы как раз-таки, может быть, в скором времени будете наполняться энергией. Наполняться энергией созидания, новых странствий, приключений. Это все важно для вас, чтобы вы, как будто были новым первооткрывателем в вашей жизни, чтобы вы начали свою жизнь осознавать иначе, не так, как вы осознавали ее до этого. Между прочим, тройка жезлов – карта оптимиста, и скоро, возможно, вы станете таким оптимистом. Хорошо, давайте теперь посмотрим ваш уровень энергии. Карты перед вами тасую, чтобы никто не думал, что я их подтасовываю, да? Так, тут карта еще перевернулась, представляете? Смотрите, тройка пентаклей. В скором времени вы будете работать в коллективе, который будет очень вас ценить. А еще вам может быть награда на работе в виде премий, или если вы занимаетесь своим бизнесом, у вас пойдут клиенты, которые будут уважать вас. Если вы домохозяйка, муж принесет вам большую зарплату, премию, доход. Замечательно. Мужа, значит, оценят на работе, да? Так, ваш уровень энергии на сегодняшний день. Мы здесь видим замечательную карту Король Пентаклей. Король Пентаклей – это хороший, добротный уровень энергии. Между прочим, это такая домашняя, спокойная энергетика. И когда человек готов вокруг себя собирать ресурсы. Вот почему у вас тройка жезлов выпала, да? Вы будете готовы к тому, чтобы открывать что-то новое. А сейчас у вас король пентаклей, который показывает, что вы собрали для этого определенный уровень энергии. И знаете, эта карта, она часто говорит о том, что вы сейчас как будто бы выздоравливаете. Вот бывает такое, что человек долгое время чувствовал себя, может быть, как-то энергоистощенным, может быть, больным, у него был упадок сил, может быть, у вас была какая-то апатия. И король пентаклей, он как раз-таки показывает, что вы восстанавливаетесь на сегодняшний день. И, кстати, это восстановление может обеспечивать какой-то мужчина. Или это восстановление может быть спровоцировано общением с каким-то мужчиной. Это может быть у вас на пороге, или это уже может происходить в данный момент в жизни. Хорошо. Следующая карта. Как вы пришли к этому состоянию? Ой, у меня еще и карты упали. Минуточку. Еще 2 карты упали. Прям, когда тасую колоду сегодня, карты падают. Так, у нас тут рыцарь мечей и 9 жезлов. Вот смотрите, наряду с тем, что у вас уровень энергии король пентаклей, в принципе, неплохой, да, и восстанавливающийся, у вас есть и проблемы внутренние. Вот смотрите, вот я же говорила, да, вы как будто бы недавно чувствовали себя, вероятно, истощенным человеком, потому что была длительная борьба. А еще, возможно, вы переживали чью-то агрессию в свою сторону. Может быть, даже эта агрессия была не явная, а тайная от человека. Понимаете? То есть человек скрывал эту агрессию от вас. Однако энергетически это явный удар. Так, как вы пришли к состоянию короля пентаклей? Ага,
Мы здесь видим замечательную карту «Двойка кубков», да? Она всегда показывает, что человек пришел к состоянию восстановления, возрождения, может быть, даже какого-то сбора энергии с помощью взаимоотношений с каким-то человеком. Это может быть как дружба, так и любовь. Или ну, даже взаимодействие с коллегой по работе, с родственником, как будто бы кто-то вас этой энергией подпитал. Между прочим, кто-то, вот опять же, да, способствовал тому, чтобы ваша энергия начала, вот я говорю еще раз, начала восстанавливаться. И идете на пути к исцелению, но с помощью кого-то. И это может быть у вас на пороге, то есть может это самое предстоящее событие быть, да, и может быть уже происходит или произошло вот только что. То есть вы сейчас именно в стадии того, чтобы выздоравливать, улучшать свои отношения с миром и, естественно, выйти на поток изобилия. Так, теперь мы смотрим дальше. Что или кто забирает ваши силы? То есть есть ли такие люди? Вы ведь там упали же у нас, да, вот эти вот девятка жезлов, рыцарь мечей. То есть есть ли кто-то или что-то, может быть, в вас, да, что забирает ваши силы? Давайте посмотрим. Ух ты, повешенный. Смотрите, что забирает ваши силы? Вот даже не кто, а что. Это когда вы ради других жертвуете. Вот бывает такое, что ты делаешь что-то для человека или для людей, но тебе это не забирает силы, у тебя это не забирает силы, потому что ты сделал это что? С удовольствием, правильно? Но бывает так, что вы именно жертвой себя считаете, что вас что-то попросили сделать, или вы сами решили ради кого-то что-то сделать, но именно чем-то пожертвовали. Допустим, своим каким-то временем, своим творчеством, временем с детьми, своим здоровьем, своей работой, чем угодно, заработком, отношением с мужчиной, там, с женщиной. И вот повешенный, он говорит, что это были не то, что напрасные жертвы. Нет, конечно. Но вы зря жертвовали. Вам нужно было либо делать это с удовольствием, либо не делать вовсе. Вот понимаете, есть разница между тем, помогаешь ли ты от сердца или тебя заставили, как будто бы заставили помогать. И также повешенный — это часто, знаете, когда вкладываешь энергию и думаешь, что будет отдача, а отдачи никакой нет. Ну вот, допустим, женщина с мужчиной начала отношения. Она вкладывает силы в эти отношения, говорит, вот это мой хороший, это мой любимый. Она ему раз там, даже смартфон бывает покупает, айфон бывает покупает, да, даже машину, или гасит его кредиты. И чего она ждет в ответ? Работающего мужчину, любви, счастья и признания. А получает часто то измену, то неработающего человека, который висит на твоей шее, то еще что-нибудь. Вот что такое повешенный. И также бывает со всеми остальными людьми, абсолютно со всеми. Вы вкладывались в дружбу с подругой, да, там, тратили свою энергию, а она вам не ответила. Вот это не ответила, это и есть ваши ожидания, которые вы потом расцениваете как жертву со своей стороны. Когда вы жертвуете со своей стороны, это уже не с удовольствием что-то сделали для других. Да? Вы чего-то ждали, вы сразу были наполнены этими ожиданиями. Вот ожидания нас губят. Я вам честно говорю, это забирает вашу энергию на сегодняшний день и забирала всегда, скорее всего. Поэтому не тратьте эту энергию, не делайте ни ради кого ничего, пока это не сделают ради вас. Ну, дождитесь, когда ради вас человек что-то сделает. И отвечайте потом, тогда вы уже как бы гасите, и нет такого неудовольствия, да, или состояния жертвы. Так, как оградить себя от этих процессов? Или, может быть, от людей, которые забирают энергию, да? Как себя оградить? У нас тут вышла королева кубков. Вот видите, сердечный человек, да? Человек, который любит себя, человек, который, если любит кого-то, он будет от души делать, но не ожидать в ответ. Не ожидать в ответ. Если вы от души своему ребенку что-то делаете, ну, кстати, многие от детей тоже ждут, да, что ребенок будет слушаться, что он вырастет, сделает ради нас все там, да, бывает такое. Ну, представьте, что делаете что-то, не знаю, домашнему животному, да, вот такое чувство. Он же тебе уже точно там дом потом не построит. Там, допустим, твой песик или котик. Это просто уже как будто бы ты это делаешь ради своего удовольствия, да, помогаешь песику, котику, кормишь, там, моешь, одеваешь, ходишь с ним на улицу и так далее. И вот с каждым человеком надо также себя вести. Если вы это от души захотели сделать, вы сделали. Королева кубков любит себя. Она никогда не будет делать как жертва.
То есть ожидая, что ей потом ответят. Она не будет так делать. И вот также королева кубков вкладывает в себя. Ну, то есть покупать сначала себе платья, там, наряды, там, или чем она там увлекается, что-то, драгоценности, там, шубы, а потом уже будет кому-то что-то, мужу, там, кредиты гасить или мужчине вообще. Вот, поэтому обязательно обратите на это внимание. Не вкладывайтесь в подруг, не вкладывайтесь в друзей, вкладывайтесь в себя. И тогда вы увидите, что обрастете совершенно другими людьми, которые будут вас ценить, уважать и вообще не будут ждать, что вы что-то в них вкладываете, да. Так, и смотрим, что вам поможет наполниться энергией. Что именно поможет наполняться вообще каждый раз, да? Что вас наполняет? А вот опять же, у нас тут, видите, король жезлов. Для женщины это явно мужчина, но самостоятельный, который сделал в жизни себя сам. Лидер, конечно, по натуре, и тот, у кого там хорошая должность, бизнес, работа, кто сам зарабатывает. И именно он будет за тебя проявлять ответственность. Для мужчины наполняет энергией удача в бизнесе. Король жезлов, я сделал себя сам. У меня все получается, я молодец. Вкладывайте в себя силы, дорогие мужчины. А женщины, вкладывайте в себя, и вам придет такой мужчина. Вот такой вот классный король жезлов, да, который будет делать все для вас, а не вы для него. Ну, вот такой ответ сегодня получился от наших карт Таро «Хорошие кармы». Надеюсь, что вам эти карты понравились. Пишите свое мнение. Я их покупала здесь, в Германии. Они мне очень-очень нравятся. И понравилась ли вам консультация, попала ли она в вашу историю. Если нет, не отчаивайтесь, не переживайте, потому что это однопозиционный расклад. И не все они могут вам подходить одновременно. Да? Ну, всем пока. Я вас всех очень люблю. Целую. Оставайтесь с нами. До новых встреч!